3 месяца после смерти Ромы длилась проверка по факту Роминого убийства. И спустя 3 месяца, 18 февраля, возбудили уголовное дело. Уже практически прошло, опять же, 3 месяца, как возбуждено уже уголовное дело. И никаких движений в рамках уголовного дела наша семья не видит. То есть ничего нового не появилось. Они все еще, как сказать, склоняют, что ли, всю эту историю, все произошедшее в ту сторону, что Рома якобы был пьян. То есть, по тому, что я слышу от людей, я могу сделать такие выводы, что они все еще двигают эту линию, хотя я лично уже думала, что с повестки дня уже снято. Каких-то подозреваемых или какой-то новой версии не было озвучено. Ничего нового, в общем-то, не появилось. Хотя уже прошло 6 месяцев со дня смерти Ромы. Я считаю, что Ромину маму как минимум нужно ставить в известность, что произошло, что они нарасследовали, узнали, или хотя бы, чтобы она понимала, что есть какое-то движение. Она как только тогда возбудили уголовное дело в феврале, она тогда сходила в Генеральную прокуратуру, и, насколько мне известно, она больше ее не посещала. Они продолжают вызывать свидетелей, соседей, Роминых коллег, которые вообще не имеют никакого отношения, они не видели, не знали, даже некоторые в этот день с ним не виделись. То есть все, что они делали в рамках проверки, они опять же делают все в рамках уголовного дела, и ничего нового, в общем-то, мы не видим. Мне кажется, что так как уже поутихли эти все юридические вопросы, и мы меньше суетимся, бегаем где-то что-то не знаю, узнаем, решаем, подаем какие-то заявления. То есть все, что возможно было пока что на данный момент во все инстанции, куда можно было, мы подали. Везде мы получаем отказы, очень нелепые, какие-то такие надуманные, такие, как плевки в лицо. Суд, конечно, должен быть, но сколько будет длиться расследование, оно может длиться бесконечно, потому что, у проверки, как я понимаю, это есть какие-то сроки ограниченные, то есть какой-то конкретный дедлайн, когда нужно выдать результат, потому что это проверка, тогда уже возбуждайте уголовное дело. Тут уже уголовное дело возбудили, и оно может длиться бесконечно, можно копать и не накопать. И через 10 лет можно найти какие-то доказательства или свидетельства. Поэтому, когда этот суд будет, я даже вообще не загадываю даже. Для меня главное... Даже для меня главное не столько это расследование, сколько знать мне лично, что произошло. Для себя я уже что-то знаю, но хотелось бы, чтобы это и на официальном уровне прозвучало, чтобы хотя бы было видно, что государство, власти, они как-то заинтересованы в том, чтобы добиться правды, справедливости. И так как уже этого всего суеты этой меньше, то она уже больше времени находится сама с собой. И, конечно, тяжелее именно в эмоциональном плане, потому что меньше отвлекает. Но параллельно с тем она пытается возвращаться в свою обыденную жизнь, возвращаться к работе и как-то отвлекаться уже другими способами. Все равно, конечно, состояние такое тяжелое. Притом никогда не знаешь, откуда ждать эту грусть, тоску.